Абхазии обнаружен первый случай заболевания COVID-19, заболевший житель Гагры. Врачи доставили его в Гудаутский госпиталь и оценивают его состояние как удовлетворительное. В общем, это последние новости. Мы же продолжаем обсуждать ситуацию вокруг коронавируса здесь, в нашей студии. Прошу отметить, обратить внимание на то, что мы вышли в непривычном для нас формате, и у нас сегодня с нами на связи онлайн глава Московской абхазской диаспоры, член Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Беслан Агрба. Здравствуйте, Беслан Родионович. Добрый вечер. Депутат парламента Республики Абхазия, член Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхаз Джинджолия. Алхаз Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами на связи архимандрит, доктор богословия Дорофей Дбар. Добрый Отец вечер всем. Дорофей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. И также с нами на связи психолог Илана Кортуа. Илана работает по горячей линии. К Илане можно обратиться по номеру 0404. Илана, здравствуйте. Спасибо большое, что вы присоединились к нашему сегодняшнему разговору. Здравствуйте. Если нас все слышат, я готов приступить к основной части нашей встречи. И первое, о чем хотелось бы поговорить, Алхаз Владимирович, вопрос к вам. Наверняка в штабе в курсе, как себя чувствуют заболевшие. Расскажите об этом. И еще немаловажно, насколько удалось проследить всех людей, с которыми контактировал заболевший, и удалось ли их изолировать. Алхаз Владимирович, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Значит, благодаря соцсетям наверняка уже все в курсе произошедшего. Из 2 человек, помещенных ранее в Гудаутскую инфекционную больницу под наблюдение, были взяты анализы. Сегодня в течение дня были они переподтверждены. И у одного из пациентов подтвердился диагноз коронавирус. Значит, состояние его не средней тяжести, относительно такое стабильное. В данный момент он находится в этой же больнице, где и был, в Гудаутской. Сейчас производятся, и все эти дни проводились мероприятия силами санэпидстанции, районной администрации, врачебных сил по выявлению круга контактировавших с ним лиц. Вот. Пока так. Могу сказать, что этот человек приехал, он гражданин Республики Абхазия, прибыл в Абхазию из Москвы, по нашим данным. В общем, предсказанный заранее сценарий попадания вируса в Абхазию полностью подтвержден, что он будет занесен извне. Это сейчас вполне очевидный был сценарий. Он подтвердился, ничего неожиданного в этом нет. Что это рано или поздно ситуация случится, наверное, все понимали. Вот она и случилась, собственно говоря. Алхаз Владимирович, спасибо. Отец Дорофей, хотел бы поговорить с вами. Сегодня большой праздник для всех верующих христиан. Мы также наблюдали за тем, что проходили службы, это было большое скопление верующих. Знаем, что вы ранее призывали к тому, чтобы люди не собирались в большие группы. Расскажите об этом, расскажите о том, как очевидно, что для верующего очень важно, особенно в такой тяжелый период, продолжать общение с храмом, с церковью. Давайте поговорим об этом. Впереди еще очень много важных православных праздников. Как быть? Вы знаете, безусловно, конечно, самый главный большой праздник, который мы ожидаем, это Пасха, да? Когда, собственно говоря, каждый год наибольшее количество людей, в том числе наших прихожан, всегда приходят. Вы знаете, мы уже, Новоафонский монастырь, закрыты практически несколько недель. Еще многие православные церкви, крупные монашеские центры православные в мире не приняли такого решения, когда нами было принято решение о закрытии монастыря, то есть с того момента центральные двери монастыря закрыты, все храмы закрыты, ни один человек
неважно, он наш прихожанин или является паломником или гостем, который прибыл в Новый Афон или в Абхазию, никто из них не имел возможности попасть внутрь монастыря. Безусловно, такого рода наши шаги вначале были восприняты очень скептически, мягко говоря, да. Значит, было очень много нареканий, я долго полемизировал со многими в социальных сетях с тем, чтобы объяснить нашу позицию, разъяснить сложившуюся ситуацию. И хочу сказать следующее. Мне кажется, что мы все должны понимать, что когда человек является руководителем, неважно, он руководит страной, какой-то отдельной организацией или какой-то религиозной общиной, это не имеет значения, но прежде всего руководитель должен на себя брать ответственность и принимать решения. И исходить из двух самых главных вещей, в данном случае, значит, апробированных всегда в истории человечества. Первое, значит, чтобы принимать быстрое решение, нужно всегда иметь информацию. Вы понимаете, что, допустим, у кого-то меньше информации, у меня может быть больше в силу того, что я смотрю какие-то иностранные каналы, общаюсь с жителями других стран, которые являются моими друзьями, да, и есть какой-то прямой контакт и прямой доступ к первичной информации. И второй момент, это тоже общеустановлено, что человек, я уже говорю как ученый-историк, человек может обладать стопроцентным информацией, сделать ложные выводы и решения, а может обладать 20% информации, но сделать правильные выводы и соответствующие решения. То есть должна, конечно, безусловно, у руководителя срабатывать интуиция. Я сейчас не хочу говорить о своих каких-то качествах, но все-таки вот с учетом вот этих двух факторов мы приняли такое решение. И главное, что мы подчеркивали и сейчас говорим всегда, вот сегодня была у нас служба, вы это сказали, Благовещение. Я служил с того момента, как закрытый монастырь, служит только духовенство и насельники монастыря. Потому что наше здоровье – это наша проблема. Мы, монахи, каждый день должны быть готовы к тому, чтобы предстать перед Господом. Но мы не имеем права рисковать жизнью ни одного человека, ни одного прихожанина, ни одним человеком, кто бы этот человек ни был. Поэтому и сегодня была трансляция, как и все эти предшествующие дни, когда монастырь закрыт, мы ведем прямую трансляцию, где люди могут молиться. Я прочитал несколько лекций, сделали несколько передач, мы объяснили людям, как они могут участвовать в богослужении в прямом эфире, в той мере, в которой это возможно через такой формат. Поэтому я, конечно, заранее говорю, пусть никто не обижается и прошу меня понять правильно, но до конца мая монастырь будет закрыт, и я не позволю, я еще раз подчеркиваю, я сам не позволю нашим прихожанам участвовать не в пасхальной службе, не на Страстной Седмице, не во всех остальных главных богослужениях, которые нам предстоят на этой неделе. Не позволю только по одной причине. Простите, что такое слово может быть резкое, но поскольку всегда христианский священник ассоциируется с пастырем, я такой привожу простой пример, и этим закончу свой ответ. Пастырь, который пасет овец, если он видит вдруг какую-то опасность для них, он никогда овец с собой не забирает. Паству с собой не берет для того, чтобы посмотреть, что там за опасность где-то находится. Да? Если он видит, что перед ним минное поле, да, он должен пройти через это, он должен свою паству оставить там, в безопасном месте, сам, пожалуйста. Он может идти через минное поле, и через терновый крест и так далее. Поэтому, мне кажется, в этом вопросе не может быть плюрализма мнения, то есть я не могу слушать каждого своего прихожанина, его точку зрения и так далее, и учитывая все эти точки зрения, принимать решения. Здесь, с моей стороны, как и во многих православных церквях, бескомпромиссное решение. У нас еще ситуация, слава Богу. Значит, в Греции, например, полиция утром приходит в храмы и проверяет, храмы закрыты или открыты. Если
храм открыт, например, один митрополит был привлечен, значит, его полиция отвезла на допрос за то, что он оставил двери храма открытыми. Вот такие жесткие люди принимают меры. Почему? И этим заканчиваю, простите. Потому что сейчас Спасибо это не большое, вопрос... отец. Да. Да, это не Да, вопрос говорите, веры говорите. сейчас. Это сейчас не вопрос веры, вы поймите. Никто нам не отнимает у нас ни Библии, не отбирает иконы, не запрещает нам молиться. Сейчас это вопрос здоровья людей, где мы все должны сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь любого человека, неважно, он молодой или пожилой, потому что самое ценное и для нас, верующих людей, это человеческая жизнь. Спасибо большое, отец Дорофей. Я, кстати, напоминаю, что у нас на связи с нами глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Беслан Родионович, именно здесь, в этой студии в том числе, мы много говорили о том, что представители Московской абхазской диаспоры оказали колоссальную помощь. Если я не ошибаюсь, до 10 апреля в Абхазию должен прибыть продовольственный груз в 20 тонн. Расскажите о том, какие меры предпринимает московская абхазская диаспора. И для нас еще, знаете, что очень важно, расскажите о том вообще, какая обстановка в Москве. Добрый вечер всем. Отец Дорофей очень правильно и проникновенно говорил, и вообще я бы с удовольствием присоединяюсь к тому, что он сказал, и вообще всем добрый вечер, и участникам встречи нашей, и зрителям. По поводу того, что происходит в Москве, ну, в Москве введен карантин такой достаточно не самый жесткий, но довольно-таки жесткий. Это означает, что, в общем, по улице ходить в дневное время можно, конечно, но группами собираться нельзя. Надо стараться находиться на самоизоляции. И те, кто могут работать на удаленке, должны работать на удаленке. И на самом деле каждый руководитель предприятия для себя решает. Если это предприятие не обязательно сейчас, чтобы сотрудники приходили в офис или вообще куда-нибудь к станкам, то, в общем, этих сотрудников отпускают находиться дома. Когда все это началось и когда вот закончились выборы президента, мы как-то у нас в правлении Московской абхазской диаспоры все это дело обсуждали, и до этого были такие беспокойства по поводу того, что Абхазия, ну, вряд ли сейчас готова к такому вот серьезной эпидемии, и было принято решение каким-то образом помочь, поучаствовать. Вот, Саид, ты упомянул сейчас по поводу продовольствия. Продовольствие это, на мой взгляд, это вот одна из тем какая-то. Сначала, конечно, мы начали с того, что первое это сбор денег, сбор средств, и второе это поиск средств защиты. Да, это медицинские маски, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, средства защиты, там, одежда специальная и так далее. Но я хотел просто несколько слов сказать. На мой взгляд, очень хорошо, четко, я могу всех не упомянуть, но я вот скажу о тех, с кем мы работаем. В Абхазии наш представитель работает в Московской абхазской диаспоре. Мы сразу связались со штабом при Минздраве, и вот такая согласованная идет работа, и вот это движение абхазских предпринимателей, мы вместе, которое было создано. Сейчас мы очень в тесном контакте, вот получаемся, значит, правление Московской диаспоры, движение мы вместе. Дело в том просто, что практически для того, чтобы осуществить закупку, конечно, проще работать через российские компании, и кроме того, эти средства все надо доставить в Абхазию, это тоже не очень просто, потому что сейчас введен специальный режим запрета вывоза многих из средств, вы знаете, наверное, об этом. И мы получали специальное разрешение сейчас, вот вроде бы мы уже добились этого разрешения. Поэтому вот все приобретаемое пока складируется, мы как бы формируем груз, компонуем его. Я надеюсь, что ну, вот там завтра, послезавтра, до конца недели нам удастся все это затаможить, вывести. Ну и продовольствие тоже, да, это тоже не так просто, потому что там в основном крупы, а крупы тоже запрещены к вывозу из России, поэтому мы тоже получали, ну, оказывали нам помощь, чтобы пробить этот груз.
И это будет следующий вопрос следующих месяцев, потому что, мне кажется, это будет такая серьезная проблема при отсутствии средств, в общем, значительном отсутствии средств у населения и, в общем, полузакрытой границы, конечно, сложно будет решать вопрос с продуктами, с продовольствием и так далее. Я не знаю, я вообще всем очень благодарен, кто принимает участие и движение «Мы вместе», и, конечно, коллеги, вам тоже, и себе, и, не знаю, всем, кто старается в этой ситуации каким-то образом защитить население Абхазии, да, защитить республику от этой угрозы. Она, в общем, неизвестная, и потому такая представляется такой вот опасной, и мы видим по примеру других стран. Ну, не знаю, я надеюсь, я ответил, Саид, если есть какие-то еще вопросы. Так, у меня. Я не слышу вас. Саида потеряли, Михаил. Саид? Саид завис. Мы все как бы в эфире, но его картина зависла. Может, без него продолжим, батюшка? Ну, как-то придется, наверное. Если я не знаю, мы просто нас слышат в прямом эфире, не слышат, поэтому нам сложно сориентироваться. Батюшка, можете вещать, я думаю, смело. А вот пошла. Какой-то звук есть, но я ничего не вижу. Теперь батюшку потеряли, Родион. Все, Ладно, привет. Туся. Так, так, так. А кто здесь, кто еще, кроме меня, кто-нибудь есть? Я есть я, Илана, это я. Да, да. Ладно, Батюшки, где-то здесь мы все. вот где-то, да, но что-то пошло не так. Ты меня видишь, Илана? Вообще у меня как-то очень странно, тут какая-то у меня Илана, справа говорите. четко. Вижу и не вижу. Что-то вот сейчас, да. Сейчас вижу, Беслан Родионович. Милана, Да. наши слушатели нас слышат и видят, пишут.
Как твоя линия, расскажи, поможем Саиду. Так, что, кому А что, сейчас что слышат, да? надо говорить? Наш ведущий пропал. Элана, вы в эфире говорите? Так, я в эфире, и мне надо что-то говорить. А, Я вас всех слышу. Да-да. Вы нас слышите? Да, Да, нас вы сейчас слышите, да? есть сейчас очередь. Я всех слышу. Мы в эфире? Все, сейчас мы вас Да, еще и... да, Саид, мы вас Я слышим. приношу... Да, я тоже вас всех слышу. Слава богу, мы все снова вышли на связь. Я приношу свои извинения. Я напоминаю, что для нас это первый опыт. И, Ничего конечно, страшного. да, и, конечно, возникают разные технические сложности. Если вы не против, мы готовы продолжить. Беслан Родионович, мы остановились на том, что вы рассказывали о мерах, которые будет предпринимать абхазская диаспора. Беслан Родионович, давайте продолжим беседу, поговорим о том, какие меры предпринимает московская диаспора. Я это уже сказал, какое место мне- Беслан Родионович, мы остановились на том, что вы рассказывали о мерах, которые будет предпринимать абхазская диаспора. Там Беслан нет. Родионович, давайте продолжим беседу, поговорим о том, какие меры предпринимает московская диаспора. Ну, московская диаспора. Мы стали собирать средства и стали закупать средства, которые используются при эпидемиях. Да? Это бесконтактные термометры, это маски, это тесты, это перчатки, специальные средства защиты. В первую очередь все это для врачей. На самом деле мы выполняли все эти закупки, конечно, согласуясь со штабом при Минздраве, то есть мы самостоятельно практически ничего не делали. Да, и еще аппараты ИВЛ. Ну, то есть все, что нам заказывали, мы закупали и продолжаем закупать в больших объемах, достаточно больших объемах. И насколько я знаю, все эти средства закупаются, все эти средства защиты и медицинские препараты закупаются на средства фонда «Мы вместе» и московской абхазской диаспоры. Порядка 50 миллионов, по-моему, уже совокупно. Там основная часть, около 40 миллионов, это собрали в Абхазии, и порядка 8 миллионов собрали в Москве. Вот. И этот груз формируется, он будет отправлен на этой неделе. Мы получили разрешение, как будто бы уже все нам дали. Это не просто было сделать, потому что специально сейчас действует режим. Я уже все это рассказывал. Не знаю, вы это слышали или нет, кстати. Беслан Родионович в какой-то момент... Да. Саид, еще рассказать, потому что я в общем рассказал все. А если есть какие-то более частные вопросы, я готов ответить, потому что, ну, вот прям подробно рассказывать о том, что именно мы покупали и кто именно конкретно называть имена, ну, не знаю, там много людей участвовало, я всем очень благодарен, очень. Ну и, собственно, мы все благодарны. Саид, слушаем вас. Да, Саида, ты опять пропал. Илана, может быть, ты продолжишь, пока Саида нет? А я вот Да, не знаю, я думаю, да. про что мне надо Да, говорить. Илана, вы можете продолжить. Про линию расскажи, Илана. Как психолога, который на горячей линии работает. Про это рассказать, да? Ну, мы, наверное, в эфире, Да, да? да, и- я думаю, да.
Ну хорошо, тогда я скажу о том, что ну вот со 2 числа, со 2 апреля была запущена горячая линия при социальной службе 0404. И, значит, на этой линии работают психологи и социальные работники. Значит, если у людей возникают какие-то вопросы, связанные по социальной части или связанные с психологическими какими-то аспектами, люди могут обращаться, и, в общем-то, они начали обращаться вот со 2 же числа. Ну, 2 числа, понятное дело, было совсем мало звонков, а вот уже там, на 2-й, на 3-й день количество звонков значительно увеличилось, и звонки были совершенно разного характера, разного плана. Звонили и интересовались какой-то общей информацией, звонили с жалобами о том, что им сложно получить какую-то информацию по медицинской части. Очень много звонков поступало и социальным работникам. И, ну вот, что касается нашей тоже работы, поступали звонки, они касались непосредственно и да, каких-то вопросов. Вот. Ну, а вот уже там вот вчера, позавчера звонки пошли на спад, и, ну, как-то уже, ну, у нас, у психологов, вот. А у социальных работников по-прежнему огромное количество, да, звонков, они их обрабатывают, оперативно реагируют. Ну, в общем, по-моему, эта линия нужна, и кому-то она поможет, и, и люди могут обращаться, и это хорошо, что, в общем... Илана, спасибо. Илана, Я надеюсь, меня слышно. Я снова на связи. Я на связи, Илана. В социальных сетях буквально несколько часов назад волной прокатилась информация о том, что человек, не будем уточнять, на почве вот этой всей ситуации вокруг с коронавирусной инфекцией свел счеты со своей жизнью. Готовы ли это подтвердить или опровергнуть? Есть ли звонки подобного характера? Как вы реагируете? Расскажите, пожалуйста, об этом. Скажу, да. Значит, у нас звонки разные совершенно, но что касается вопросов, связанных с самоубийством, с угрозой самоубийства и так далее, к нам не поступали эти звонки, ни к нам они не поступали, ни у социальных работников не было подобных звонков. И я, честно говоря, не могу сейчас не опровергать, естественно, эту информацию, я о ней первый раз слышу, я не знаю, но нужно понимать, что сейчас будет очень много разной информации, и недостоверной в том числе. И, кстати, вот это вот, об этом хочу сказать, это такой очень нехороший фактор, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда подтвердился, да, первый случай заражения, и вот сейчас очень высока вероятность панических состояний. И вот подобная, да, информация, недостоверная, негативная, она может вызывать еще дополнительную тревогу, дополнительное волнение, дополнительные какие-то эмоциональные там переживания у людей, поэтому давайте все-таки будем как-то корректно преподносить информацию, не будем дестабилизировать еще больше ситуацию, да, и приводить к каким-то таким паническим состояниям. Вот, это, ну, такой призыв, да, к людям, которые, в общем-то, могут... У людей, знаете, разная нервная система у всех у нас, и если кто-то спокойно справляется с какими-то сложными ситуациями и с негативной информацией, для кого-то это является таким очень серьезным источником неврозов, психозов и так далее. Поэтому если, в общем-то, человек делает целенаправленно или нецеленаправленно, да, создает какое-то мнение или вбрасывает какую-то информацию, ну, наверное, нужно подумать о том, что, в общем-то, кто-то может с этим и не справиться, и для кого-то это будет очень таким сложным моментом. Поэтому... Спасибо. Саид, с вашего позволения,
Да, пожалуйста. Саид, с вашего позволения, я хотел бы, поскольку такая тема, которая имеет еще религиозную, да, подоплеку, хотел бы сказать сразу, обратиться ко всем людям и сказать, что в какой бы ситуации мы ни оказались жизненной, бывали намного худшие времена, и намного страшнее были времена, и много страшного пережил наш народ. Не будем далеко ходить и в совершенно близкие нам года. Но это не означает, и это не дает никому повода, тем более оправдания, значит, на основании этого лишать себя жизни. Я еще раз говорю, что, значит, вы можете в это верить, вы можете в это не верить, это право каждого человека, но наша жизнь не ограничивается только жизнью на этой земле, физической жизнью. Поэтому от вашего поступка, вот, допустим, если человек не выдержал и наложил на себя руки, от этого поступка определяется и его будущая жизнь, его вечная жизнь. Об этом тоже подумайте. Не надо с этим торопиться и идти на поводу каких-то, значит, мыслей, подсознания своего, да, не делайте этого. Я вас, как священник, к этому призываю, потому что, да, трудные времена, но это не самые страшные времена в истории человечества и в истории нашего народа. Спасибо. Спасибо большое, отец Дорофей. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и продолжая нашу встречу, буквально вчера здесь, в этой студии, в прямом эфире, мы много говорили о том, что людей очень сложно заставить сидеть дома, и, в принципе, сегодняшняя картина в этом отношении достаточно печальная. Мы наблюдаем, как активно скапливаются люди возле центрального рынка в Сухуми. Наверняка похожая ситуация и в других наших городах. Алхаз Владимирович, наверное, в первую очередь вопрос к вам. Как штаб планирует решать эту проблему, учитывая особенно тот факт, что у нас уже есть первый заболевший? Ну, как решать? Сами меры не являются каким-то оригинальным, уникальным нашим открытием, как реагировать. Все давно уже расписано, по большому счету, я имею в виду с научной точки зрения. Самоизоляция – это не пустой призыв, карантин – это не пустой призыв. Сегодня издано постановление, насколько мне известно, с 12 часов ночи вступает в силу на полный запрет пересечения государственной границы, в том числе и нашими гражданами. Кстати, пользуясь эфиром, хотел бы, чтобы эту информацию услышали, распространили наши граждане, находящиеся за рубежом в России, в частности, не оказались неприятно удивлены. Это вынужденная мера для защиты тех, кто находится с этой стороны границы. Что касается остальных мер, у нас в арсенале остались еще, наверное, всем известный, уже неоднократно озвученный, это комендантский час. Возможно, это изоляция районов республики. Приходится об этом говорить сейчас, пользуясь каждой возможностью, потому что люди, видимо, недооценивают происходящее. Это такой же стресс, как война для общества всего и для каждого населения. Но во время войны есть понятный враг, понятно, что с тобой произойдет, летают пули, взрываются снаряды. А здесь хорошая погода, солнышко, все на набережной, свадьбы проводим и так далее. К сожалению, приходится говорить, может, Илана и подтвердит даже, пока мы не услышим и не увидим первую жертву, о первой жертве не услышим, мы не поверим во всю серьезность происходящего. Не хотелось бы доходить, конечно, до этого, такие страшные вещи озвучивать, но способов донести уже не остается, исчерпано все. Напомню, что впервые наша страна и наше общество столкнулось с подобного рода проблемой. Я не говорю о столетней давности эпидемиях испанки, сыпного тифа, холеры, все те, которые прокатились через Абхазию. Но в современной истории надо с пониманием отнести, что впервые созданы совместными усилиями разных сил в нашем обществе, и та же горячая линия, тоже приобретение благодаря нашим бизнесменам и нашей диаспоре, приобретение
медицинской техники и препаратов. Многие меры принимаются здесь внутри силами волонтеров и социальной службы, созданной тоже в начале этого года. Все по-новому, сам стресс новый, но отношение во многом наши к нему немножко старое. И так пройдет, ничего не случится. Конечно, все пройдет, в известной книге написано, но хочется, чтобы прошло все это с минимальными последствиями, и самое главное, с правильными выводами. Поэтому о тех мерах, которые мы будем принимать и принимаем, или уже приняты, надо рассуждать здраво, спокойно, соотносить наши, видимо, возможности и наши необходимости. Просто одно введение комендантского часа будет стоить огромных усилий со стороны МВД, СГБ там, и других спецслужб. Просто изоляция районов будет стоить еще больших усилий. Никакие меры не помогут без самосознания народа, без понимания происходящего. Я уже... Алхаз Владимирович, спасибо. Да, Спасибо. Вот Беслан Родионович, мы уже в 4-й раз встречаемся здесь, в этой студии, и все, к чему мы приходим, это просьбы и уговоры к населению быть более сознательными, находиться дома, но сегодняшняя картина достаточно плачевная, печальная. Как сказал Алхаз Владимирович, люди, видимо, не совсем, часть людей не совсем понимают масштабы возможной катастрофы. Вот что бы вы могли сказать? Московская абхазская диаспора всегда следит за событиями в Абхазии, всегда принимает активное участие. Может, есть какие-то предложения и координационному штабу, и населению Абхазии, чтобы от слов уже к делу? Вы знаете, я сам, если честно, достаточно скептически, вот еще в середине марта относился ко всему этому и, как-то посмеивался немного, какая-то информация из интернета. Но потом, когда стал смотреть, более такие, как сказать, частные репортажи, что ли, которые присылают друзья, знакомые из Италии, из Франции, и уже мои знакомые оказались заболевшими, конечно, отношение изменилось. В частности, у меня трое моих знакомых переболели уже коронавирусом, в разной степени тяжести это было. И одной женщине, причем она находилась во Франции, и казалось бы, что там должна была получить такую очень высокую врачебную помощь, высокий уровень врачебной помощи, но на самом деле французская медицина, с ее слов, да, и потому как она это рассказывала, мне оказалось, здравоохранение оказалось не готово к такому вот испытанию. И она подолгу ждала там, я не знаю, врачей и так далее. Но вот благодаря собственной какой-то вот силе, воле, что ли, да, я вот хотел немножко подчеркнуть этот момент, наверное, в добавление того, что говорил Лейлана, что каждый должен, в общем, стараться. С одной стороны, мы должны понимать, что это очень серьезное испытание, с другой стороны, мы должны, как сказать, верить в силу, как сказать, духа, да, каждого, и все должны стараться вот в случае каких-то заболеваний, там, я не знаю, кашля, там, температуры, не надо паниковать, надо просто следовать рекомендациям, их очень много в интернете, и в частности, вот эти мои знакомые, о которых я говорю, она очень активно принимала там очень много питья, она очень много делала дыхательной гимнастики, очень много находилась на свежем воздухе, и вот, собственно, главным избивала температуру. Другого лечения, как она мне объясняла, собственно, нет. И таким образом, хотя и под 60, она все это дело преодолела. В Москве, конечно, очень напуганы многие, и здравоохранение готовится, все переоборудуется. Здесь возможности другие, не такие. В Абхазии, к сожалению, нет таких возможностей и ресурсов. Поэтому, конечно, в первую очередь, это вот действительно самосознание, есть самоизоляция и пытаться немножко изменить наши привычки. Вот эти привычки быть более контактными, более социальные. Вот, к сожалению, мы должны видеть пример Италии, такой печальный, да, когда там вся это так прям разрасталось экспоненциально, и количество зараженных, и смертей там, и так далее. Поэтому, мы немножко схожи вот с точки зрения поведенческой Абхазии, жители Абхазии и итальянцы. Поэтому
конечно, я считаю, что это очень серьезно, и надо в первую очередь вот вопросы Мгм. гигиены, самоизоляции – это главная защита. Ну, так вот все говорят. Беслан Родионович, спасибо, да, спасибо большое. Лана, хотел бы вернуться к вам. А, Мгм. Очевидно, что вы практикующий психолог, вы встречаетесь с людьми, общаетесь с ними. Может быть, у вас есть какое-то предложение, как помочь руководству Абхазии привести людей к сознанию того, что надо находиться дома? Вот буквально, может быть, какие-нибудь практические предложения, как правильно это сделать? Ну вот, знаете как, я вот здесь согласна абсолютно с Алхасом, когда он сказал о том, что вот пока не клюнет, что называется, петух, тогда не будет у людей, ну так мы устроены, вот пока нас не коснется это лично, у нас будет такое, знаете, скептическое в некотором смысле отношение. Ну, я обобщаю, естественно, есть, ну, все это по-разному, я обобщаю. Мне кажется, вот государство в Халатная, принципе Илана, халатная. халатное, да, там, беспечное, как угодно можно назвать. Государство, мне кажется, в свою очередь, в общем-то, ну, предприняло все возможные меры, чтобы людей оставить дома. Потому что, мне кажется, мы ну, не та страна, не тот у нас менталитет, чтобы нас палками могли загонять по домам. Ну, мне кажется, что это не пройдет с нами. С другой стороны, ну и так, и сяк по-разному призывают людей быть сознательными. И это не всегда работает. Вот, к сожалению, у нас произошло, но это было очевидно, что оно произойдет. И сегодня мы, в общем-то, получили первый случай. Ничего удивительного, на мой взгляд, в этом нет. Может быть, вот этот фактор сегодняшний станет для многих сдерживающим. То есть люди поймут, что, оказывается, это нас тоже коснулось. Мы не избранные, мы не особенные, и коронавирус нас не обошел стороной, он оказался и у нас. И, может, будем надеяться на то, что вот это может многих сдержать и удержать, и действительно многие поймут, что изоляция – это правда единственный Мгм. возможный способ избежать или минимизировать последствия очень нехорошие. Что касается теперь еще другой стороны, тут же еще могут быть другие, да, процессы начаться, да, люди узнали о том, что да, есть случай заражения, и все очень быстро, молниеносно начали друг другу об этом сообщать, начали передавать. И нужно сказать вот о чем мне. Помимо того, что мы можем заражаться коронавирусом, мы также еще можем заражаться эмоциональными состояниями. Это закономерность. И вот это вот заражение эмоциональное, оно происходит по разным каналам. Я сейчас говорю что-то, но я это и говорю в определенной форме. И то, как мы, значит, доносим любую информацию, неважно, общаемся мы с соседом, с родственником, с мамой, с папой, с братом, мы по-разному считываем информацию, которую мы друг другу передаем. И если я в страхе, в тревоге, Мгм. с волнением о чем-то сообщаю людям, то, соответственно, они перенимают то, что происходит со мной. И вот эта волна, она, понимаете, она может передаваться от одного к другому и так далее. И вот это вот заражение паническим состоянием может происходить у нас быстро, и ничего хорошего в этом не будет. Я призываю к тому, чтобы сейчас вообще отключать свои какие-то эмоциональные, такие неадекватные, да, проявления и включать разум, включать холодный, что называется, рассудок. Это, по-моему, единственное, что может сейчас как-то удержать в каких-то там адекватных рамках людей с точки зрения их эмоционального состояния, с точки зрения их поведения и с точки зрения вообще общего какого-то такого
чего-то общего, что может у нас там происходить. Спасибо Поэтому большое, Лана. никакой Да. паники, да, никакой паники и никакого такого беспечного отношения к происходящему. Вот. Спасибо большое, уважаемые гости. Я предлагаю поговорить о материальном. Это вопросы, которые я поднимаю каждый раз, когда мы начинаем разговаривать о проблемах коронавирусной инфекции. Очень-очень многие люди чувствуют себя незащищенными, еще и в финансовом вопросе, понимаете? Есть прослойка населения, которая в принципе осталась без средств к существованию. И пока мы призываем к духовному, пока мы призываем к сознанию, люди в первую очередь думают о том, как прокормить себя и свои семьи. Ну, первый вопрос, Алхас Владимирович, наверное, адресую к вам. Есть ли у нас вот списки людей наиболее нуждающихся? Проводится ли в этом направлении работа? Ну и как быть в этом случае? Беслан Родионович, тоже попрошу вас подключиться. Алхас Владимирович, начнем с вас. Ну, что могу сказать, Саид? С первых дней создания штаба уже просматривалась та социальная проблема, которая вырастет из всей этой вирусной инфекции. Что вносит трудность, это неопределенность в сроках этого чрезвычайного положения, то есть сколько оно продлится, сколько продлится инфекция, сколько продержатся люди без особого дохода, без средств существования. К тем традиционным проблемам, что у нас были, та часть населения, которая жила и живет сегодня за чертой бедности, к ним присоединилась та часть, которая зависела от ежедневного заработка, которого они сейчас лишились, и присоединится, видимо, та часть, которая лишится ежемесячного заработка. На базе социальной службы Минздрава, у которой есть филиалы во всех регионах, есть кадры, автомобили, значит, начата работа по хоть примерной оценке состояния, сколько человек, сколько этих семей, кто нуждается в помощи. С первых дней подключились волонтеры, люди добрые начали собирать средства, начали помогать. Традиционно благотворительные фонды, Киарас тот же наш известный, насколько могут, ведут эту работу, но их возможности, конечно, не безграничны. Число нуждающихся в помощи сейчас, по предварительной оценке, сегодня мы подбивали какие-то цифры, так примерно, это порядка 3000, 2,5-3000 человек, это те, кто обратились по социальной линии, вот этому номеру 0404. Люди в основной своей массе, в подавляющей, просят помощи в приобретении продуктов. Они не просят денег, продукты, памперсы, лекарства, то есть это вот 3 таких основных направления. Что касается помощи, значит, списки сформированы практически. Мы составили продуктовую корзину, которая поможет как-то пережить вот этот месяц. Сейчас сводим в единый центр, что ли, на единый счет те возможности, что есть у государства, те возможности, которые озвучивают наши благотворители. Есть, слава Богу, мир не без добрых людей. И учитывая те трудности, о которых Беслан Родионович говорил, с приобретением, с доставкой с территории Российской Федерации в Абхазию, напомню, что действуют определенные запреты еще помимо всего. Надеюсь, что в течение ближайшего времени как-то мы решим эти вопросы, начнем снабжать этих нуждающихся людей. Вся система снабжения, вся схема снабжения проработана до деталей, предусмотрена ее максимальная прозрачность потенциальной вот этой схемы. Ну, все, что мы могли сделать, сделали организационно. Сейчас, как говорится, вопрос только за тем, как будут возможности приобрести. Собственно, нам и не деньги-то нужны, а социальной службе нашей нужны именно та продуктовая помощь, о которой мы просим. Руководство знает,
Это докладывается в ежедневном режиме. Думаю, что в пределах недели, 10 дней максимум, как-то этот вопрос будет разрешен. Спасибо большое, Алхас Владимирович. Отец Дорофей, как мы уже говорили выше, нас совсем скоро ждут большие православные праздники. Есть ли какая-то возможность повлиять на то, чтобы люди не собирались? Мы понимаем, что есть различные сложности в этом вопросе, есть не совсем понимание, но как-то можно прийти к единому, к общему. С вашей стороны есть намерения, какие-то попытки избежать вот такого массового скопления людей? Вы связывались с другими, может быть, священнослужителями, церквями? Расскажите об этом. Спасибо за вопрос. Прежде всего, значит, я бы хотел в дополнение предшествующего вопроса сказать следующее. Друзья мои, мы должны понимать, что на наше счастье, мы с вами живем в той стране, где при таких ситуациях, при таких катаклизмах, да, и страшных эпидемиях, все-таки условия нашей изоляции намного человечнее, чем в мегаполисах. Вот Беслан Родионович с нами присутствует в этом эфире. Он хорошо и ярко может это сказать, потому что одно дело, когда 17 миллионов человек живут значит, в высотных домах, другое дело, когда практически мы все с вами имеем, значит, родовые дома, и в том числе то, что мы там забросили, оставили, да, с участками, где дети могут выходить во двор, где мы можем что-то возделывать и так далее. Конечно, это во многом делает наши возможности еще более успешными, если мы голову свою будем, простите, что я так грубо говорю, использовать. И вот здесь с этим еще один момент стоит, который я хотел бы сказать. Безусловно, и Новоафонский монастырь, и Священная митрополия Абхазии тоже занимается благотворительностью. То есть мы не отказались от обеспечения продуктами тем семьям, 70 семей, которые у нас до этого в нормальных условиях находились на обеспечении. Мы не отказались, допустим, от выплаты, оплаты сотрудникам, хотя мы уже месяц закрыт, у нас ни одной копейки просто не приходит в монастырь. Но здесь я хотел бы добавить, что вы знаете как, простите, может быть это грубо звучит, но иногда очень часто сталкиваешься с паразитизмом. Простите меня, человек, который сидит на 9 этаже в новом районе, который бросил, значит, деревню, приехал сюда, хорошо, была такая ситуация, но сегодня ситуация другая. Этот человек будет сидеть там и все время говорить о том, что государство должно ему принести в пакете каждый день еду, или волонтеры должны к нему ходить, или Новоафонский монастырь должен приезжать, приносить ему продукты. Вот такого рода менталитет и мышление не свойственно вообще абхазству. Мы должны с вами забыть на ближайшие как минимум год. Всем я призываю, всем надо, у кого есть такая возможность, а таковая возможность, я живу в этой стране, хорошо это знаю, есть у 90%. Надо сегодня заняться приусадебными участками. Надо заняться теми полями, которые мы побросали, и ничего, все последние 10 лет ничего не делали. Потому что другого варианта не будет завтра. Поверьте мне, ситуация непростая. Я никого не хочу пугать, но она непростая. Поэтому в этой ситуации зависит еще от усилия каждого человека. И поверьте, государство наше сегодня не способно, она не сможет на долгий период постоянно обеспечивать всех едой каждого человека, который нуждается. Это не будет возможно. Через месяц нам тоже придется где-то что-то ограничить, кому-то отказать и так далее. Нам тоже придется самим заняться собственным огородом и возделыванием продуктов. Это первое. Второе, по поводу вашего вопроса. Здесь ситуация следующая. Большинство православных церквей, они будут праздновать Пасху при закрытых дверях. Что это означает? Дверях храма. Что это означает? Будут служить только священнослужители, да? Значит, священники и необходимый клир, допустим, там чтец или диакон и так далее. То есть это, скажем так, в каждом храме 2-3 человека.
ну, может быть, максимум 5 человек. И большинство церквей пошло по этому пути. И они сказали, что службы будут транслироваться. Греческая церковь приняла решение, что вот когда будет отдание праздника Пасхи, это в конце мая, вот тогда, может быть, если условия позволят, мы всех позовем и торжественно, чтобы во время отдания снова отпраздновали люди праздник Пасхи хотя бы в день отдания. Но, к сожалению, соседние наши церкви, то есть это Русская Православная Церковь и Грузинская Православная Церковь, по этому пути не пошли. То есть они все время сообщают и говорят о том, что на Пасху будут открыты все двери храмов, и это уже, они оставляют этот выбор за человеком. Человек хочет прийти, придет. Если он не хочет, значит, он не придет. Вот это отражается у нас здесь. Значит, на территории Абхазии сегодня функционирует порядка 20 храмов. Я так в общем говорю, да? Значит, и они все практически главным образом в городах находятся, где больше людей. И кроме Новоафонского монастыря, насколько я проинформирован, никто не собирается закрывать двери храмов на Пасху. И сегодня тоже в Сухумском кафедральном соборе тоже было очень много людей. Это дело каждого священника. Я не могу за других священников отвечать или давать им рекомендации, как что им делать. Но для своей паствы, для новоафонской паствы, я всех предупредил, и нет никаких возражений со стороны людей. Может быть, там 1-2 человека вначале как-то не понимали, имели какое-то недоумение, но сейчас моя паства, которая составляет 200 человек, они согласны с тем, чтобы провести Пасху на расстоянии, дистанционно. То есть будет транслироваться служба из Новоафонского монастыря, они будут вместе с нами молиться. Единственное, к сожалению, не смогут участвовать в каких-то главных таинствах. И второй момент, более того, я уже практикую, допустим, исповедь, да, через социальные сети, или через мессенджер, или через WhatsApp, неважно. То есть, если есть какая-то необходимость и душевная потребность в том, чтобы человек со мной поговорил, исповедался, да, какие-то духовные свои проблемы, переживания изложил, пожалуйста, никаких проблем нету. Все это можно делать дистанционно. И вот эти службы тоже нужно делать дистанционно. Да. Спасибо большое, Беслан Родионович. Уважаемые гости, мы уже около часа находимся в прямом эфире. Беслан Родионович, вот еще раз все-таки, может быть, в завершении нашей сегодняшней встречи обратитесь к населению Абхазии с просьбой находиться дома. Ну, давайте я буквально два слова скажу еще по поводу того, что нас ожидает с точки зрения продовольствия и продовольственных каких-то вопросов, касающихся... Да, пожалуйста. Да, конечно. Потому что эту тему затронули. Во-первых, отец Дорофей буквально снял, так сказать, с моих уст все, что я хотел сказать по поводу кукурузы, фасоли, по поводу деревни. Я когда был и юношей, я часто бывал в деревне, и мои дяди, родственники, мы все там занимались этими огородами. И, как сказать, возделывали там и кукурузу, и помидоры, и фасоли, и все это, в общем, все это в хозяйстве было. Поэтому, мне кажется, это прекрасно, и это нужно делать. А что касается помощи, конечно, мы будем эту программу реализовывать, и говорили об этом, мы уже думали об этом. Я думаю, что нам обещали помощь в Кабинете министров России, и в таможне российской, и в администрации президента, и я уверен, что они нам помогут. С точки зрения вывести продукты. Пока никакого других обещаний, пока все остальное, так сказать, мы там, так сказать, на собственные средства делаем. Вот, поэтому, я думаю, гуманитарные какие-то организации присоединятся, но мне вот очень нравится такой подход, который реализует, кстати, ВААК, это Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, это когда все-таки стараются актив сел, актив там городов и так далее, попытаться им помочь какие-то решить проблемы, и я вижу в этом вот такой серьезный шаг, мне кажется, для решения, вот в том числе проблем с продовольственных, это попытаться помочь, например, сельчанам, у кого не хватает семян, какой-то техники и так далее, но это вот все это должно быть вначале под контролем, пока вот нет такой устойчивой привычки
как бы трудиться и реализовывать проекты у кого-то, и надо все это дело контролировать. Конечно, мы будем оказывать помощь, не беспокойтесь, все малоимущие и социально уязвленные, они как бы будут получать эту помощь через фонды, и никто никого не бросит. А что касается обращения, слушайте, дорогие друзья, братья, сестры, я не знаю, как обращаться. На мой взгляд, нам надо обязательно, вот сегодня много было правильного сказано коллегами и мной, я надеюсь, тоже. Надо действительно вот без паники, спокойно и в то же время очень ответственно, да, вот это слово ответственность такое важное, ответственно к этому отнестись. Надо соблюдать эту социальную дистанцию обязательно просто. И надо стараться, все средства гигиены, просто простые правила. Вот 90% как сказать, проблем может быть из-за несоблюдения простых правил. И дальше эти проблемы могут разрастаться. Вот эту цепочку, он такой, как сказать, очень высокая заражаемость у этого вируса, и поэтому надо все время останавливать вот эту цепочку его распространения, вот именно через создание, как сказать, такого вот изоляции, да, друг с другом, определенной изоляции. И все эти рекомендации есть, надо их соблюдать. Спасибо большое за то, что пригласили, и коллегам спасибо большое. Вам большое спасибо за то, что Я присоединились. уверен, все будет хорошо. Отец Дорофей, попрошу вас, ваше заключительное слово на сегодняшний день. Спасибо. Значит, уважаемые наши граждане страны, от мала до велика, все, кто сейчас нас смотрит и потом по записи будет смотреть и смотрит на абхазском телевидении, я вас очень прошу, очень серьезно отнестись к той проблеме, которая у нас существует. Вот сейчас я одновременно говорю и смотрю комментарии, которые пишут люди в прямом эфире, где на странице абхазского телевидения. Вы все время говорите, вот почему там пропустили, границы не проверили, не остановили и так далее. Друзья мои, сегодня уже общеизвестно, что не всегда можно выявить этот вирус вот такими легкими способами, через, проверку температуры или еще чего-то. Поэтому, понимаете, здесь все намного серьезнее, все намного, все это очень глубоко. Поэтому я вас очень прошу, какие-то обычные элементарные вещи, которые мы должны с вами делать не от времени ко времени. То есть, когда мы узнали, что наша гражданка Абхазии или гражданка Грузии проехала через всю территорию Абхазии, мы с вами неделю сидели дома. Потом, немножко все это подзабылось. Сегодня мы узнали о том, что есть первый официально, зараженный вирусом. Теперь, неделю нам еще это хватит, потому что надо все-таки констатировать, что мы абхазцы, но мы, как все остальные люди, тоже боимся. Страх иногда преодолевает нас очень сильно. Но здесь важен, чтобы мы мотивацию своего поведения строили не на страхе, не на случае, а на холодном разуме. Потому что сейчас очень важно, не нужно сейчас героизма, ни церковного, ни гражданского. Все то, что мы читаем в интернете, вот это призыв ко всякого рода героизму и пренебрежением существующей ситуации, вот этого делать не надо. Нужно сейчас использовать как никогда свое разумное начало и для себя определиться. Я, например, не голословно это говорю. Вот пришли ко мне люди, я им отказал, я сказал, хотите что-то поговорить по телефону, я вас не приму. Потому что я не знаю, откуда вы прибыли, для чего вы заражены и что вообще происходит. Я сам не выхожу уже ровно 3 недели из монастыря, за пределы монастыря вообще не выхожу. Понимаете, я понимаю, что если я не покажу пример, другой не покажет пример, третий не покажет, ничего у нас не получится. Поэтому я вас очень прошу, харада, ансфаду и хишер гуцап, чтобы напахану, вы хамацара мацара и захзим збусаги сдырот. Анфиях ехот, аха анфихайтас хахши ярхуна, хярхуна, абри хазтагила за шартера, халцера пепш, анфаду и хад. Итабуб Алхас Владимирович,
Пожалуйста, скажите вы, и, может быть, в ближайшие дни будут приняты более ужесточенные меры. Что скажете по этому поводу? Скорее всего, меры будут ужесточаться. Хочу призвать население Абхазии отнестись к этому с пониманием. Подобного рода вызов история бросила нам 27 лет назад, не надо никому напоминать. И сегодня, чтобы добиться успеха, в первую очередь надо понять, как здесь батюшка правильно говорил, холодный расчет, разум, не терять головы ни в коем случае. Паника – это первый враг, она пострашнее вируса. С пониманием отнестись ко всему, что происходит. Не забывайте, в какой стране мы живем, насколько ограничены наши ресурсы. Нас друг у друга настолько мало, что надо беречь и помогать друг другу в социальной сфере, в сфере правоохранительной, медицинской и любой другой. Надеюсь, население будет относиться с пониманием, а в большинстве случаев, уверен, и рядом встанет и поддержит все меры, к которым будет призывать правительство, кабинет министров, штабы. Заранее благодарю наше население за это понимание. Не бойтесь, переживем и это, мы выйдем из этого всего достойно. Спасибо. Алхас Владимирович, спасибо большое. Лана, не зря я попросил вас в заключение сказать слово. Я думаю, что в очередной раз услышать слова психолога будет полезно. Спасибо. Ну, я, наверное, прежде всего попрошу и призываю к тому, чтобы мы все сохраняли спокойствие, и при этом, чтобы мы уважали мнение друг друга и уважали мнение тех людей, которые опасаются, которые самоизолируются. Если кто-то не верит, если кто-то придерживается каких-то других точек зрения, конспиративных каких-то, не знаю, и так далее, я вас призываю к тому, что уважайте, пожалуйста, меня и всех остальных, которые верят в то, что коронавирус представляет угрозу, и сделайте все возможное, чтобы изолировать себя на какое-то время. Никто не говорит, что нам нужно жить так на протяжении всей оставшейся жизни. Давайте перетерпим, переждем, соберемся силой, соберем всю свою волю, останемся дома и тем самым поможем друг другу. И поможем прежде всего тем людям, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Никаких паник, Спасибо. никаких истерик, спокойствие, разум и уважение друг к другу. Спасибо за Спасибо приглашение. большое. Спасибо большое, уважаемые гости, за то, что вышли с нами на связь. В первую очередь и перед вами, и перед телезрителями. В очередной раз приношу свои извинения за технические неполадки. Напоминаю, что для нас тоже это первый опыт. Мы работали в прямом эфире и работали не в привычном для себя формате. И пошли на этот эксперимент только потому, что для нас было важно быть на связи с вами, наш дорогой телезритель, и рассказывать вам из первых уст о том, как развиваются события. Обязательно постараемся учесть все ошибки и в следующий раз уже предстать перед вами без них. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас работает горячая линия для всех жителей Абхазии. Обращайтесь по номеру 0303 0404. Берегите себя. Всего доброго.